Муну бириктирип туруп, андан кийин чаттап баштайбыз. Могул бакча чайрын сүйкөбүз, обязательно бакча чайры. Гульнара Джамангулова показывает ученикам процесс окулировки куста сирени. Это помогает омолодить ветви и в целом приносит растению пользу. А если использовать окулировку для яблони, то на ветке, где она проводилась, может вырасти плод другого цвета и вкуса. Подобные практические занятия – основа новых учебников, подготовленных к 12-летней системе образования. А Гульнара Джамангулова – одна из первых учителей, которая начала применять их. Я провожу занятия с детьми уже по новой системе. Дети стали более заинтересованы в таких занятиях. Все думают, что для практических занятий нужны огромные лаборатории или реактивы. Но многие природные явления, физику можно объяснить вещами, которыми мы пользуемся в жизни. А новая система ориентирована на то, чтобы у детей знаний было больше на практике. Новые учебники по естественным наукам основаны на примерах, которые не требуют передовых технологий, но при этом заинтересуют детей. Учащиеся смогут обсудить увиденное между собой, проанализировать и сделать вывод самостоятельно. А это основа развития аналитического мышления. Но самое главное, в новых учебниках будет намного больше информации об особенностях биоразнообразия, географии, экологии и науки Кыргызстана. Мы включили в содержание учебников информацию о культурных ценностях народа, о нашей природе и наших ученых. Ученики будут изучать местную флору и фауну, работы и национальные научные достижения кыргызских ученых и многое другое. Экспертизой и подготовкой к печати занимается государственное учреждение «Издательский дом Оку Китеби». Сейчас к выпуску готовятся учебники английского языка. В скором времени типография Учкун приступит к печати. В апреле прошлого года Кабинет министров издал распоряжение 206, в соответствии с которым мы приобрели лицензии на учебники издательства Маршал Кавендиш по таким предметам, как естественные науки, математика, физика, химия, биология. Также нам были переданы дополнительные права на учебники по английскому языку для 3-9 классов. Сейчас мы уже завершаем работу по этим учебникам по английскому языку. В 2025-2026 учебном году планируется издание учебно-методических комплексов по английскому языку, математике и естествознанию. Эти книги не будут продаваться на рынках и будут бесплатными для всех государственных школ. В 2025-2026 учебном году министерство планирует издать всю линейку английского языка с 3 по 9 класс в экземпляре 2 миллиона 340 тысяч экземпляров. Вот. Помимо этого, для приоритетных классов, это для первых, для вторых, 5 и 8 классов будут изданы учебно-методические комплексы по математике и по естествознанию в количестве 1 400 000 экземпляров. Каждый и математика, и естествознание. Министерство образования сообщает, что дефицита учебников не будет. В этом году государственный бюджет выделил 744 миллиона сомов на их выпуск. Заместитель председателя Кабмина Эдиль Байсалов отмечает, что по сравнению с 2017 годом это в 20 раз больше. В 2017 году 36 миллионов сомов было выделено, в 2018 72 миллиона сомов, в 2019 76 миллионов сомов. Ну вот такие подряд цифры. С 2023 года мы начали 176 миллионов сомов. В 2024 году 192 миллиона сомов. В этом году предусмотрено 744 миллиона сомов. Важно отметить, что новые учебные материалы будут включать рабочую тетрадь, аудио, видеозаписи, учебно-методическое пособие для учителей. Если раньше они были написаны сложным академическим языком, то теперь они ориентированы на практические знания и современные методики. Аймерим Назарова, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.